Ассаламу алейкум. Это обращение к тем, кто оправдывает насилие над мигрантами, и к тем, кто молчит, смотря на это. Башку вниз опустил. В бане находились около 60 граждан Кыргызстана. Во время рейда полицейские укладывали их, избивали и заставляли ползти в комнату, где находились другие задержанные. Это простые водители, повара, заявил кыргызский депутат Жанар Акаев. Сегодня в России мигрантов избивают, унижают, издеваются над ними. И это происходит в отделениях полиции, на улицах, в СИЗО. И часто, к сожалению, это делают те люди, которые должны защищать закон. Но стоит только сказать слово в защиту мигрантов, в ответ ты слышишь: «Валите к себе домой». Я хочу сказать пару слов, ответить этим людям не криком, а просто фактами. Конституция Российской Федерации, Конституция любой страны гарантирует равенство всех людей перед законом, вне зависимости от национальности, вероубеждения, гражданства, происхождения. И это значит, что никто не имеет права унижать, избивать, издеваться, даже если этот человек мигрант, даже если это человек другой цвета кожи и так далее. Вы требуете от мигрантов, чтобы они соблюдали законы, но при этом вы одобряете избиение, пытки и унижение. Это разве не лицемерие? Это двойные стандарты. К примеру, из 60 кыргызстанцев, над которыми издевались, вот в сауне недавно только 4 из них подлежат депортации. Это значит, что 56 из них были ни в чем не виноваты, но их унизили, избили, над ними ходили как по полу и делали, что хотели. Это разве правосудие, друзья? Это не правосудие, это беспредел. Если вы считаете, что можно бить человека по паспорту, за цвет кожи, разрез глаз, язык, веру, то это открывает двери к насилию. Завтра вас также могут избить за вашу фамилию, за ваш взгляд, за ваш разрез глаз, религию в любой другой стране. Насилие нельзя оправдывать ничем, нигде, никогда. Мигранты, они не враги. Это люди, это труд, это жизнь. Мигранты – это рабочие руки, рабочие люди, на которых держится половина городов везде, в любой стране мира. Русские, таджики, кыргызстанцы, узбеки, татары, любой другой национальности люди работают в Европе, в Азии, в Америке. Но такого уровня унижения, как вот в России, нигде нет. Я нигде не видел. Они строят дома, убирают улицы, работают в различных сферах, на которых местные люди не работают. Мы живем, может быть, в домах, которые построены мигрантами. Мы ходим по улицам, которые очищаются мигрантами, убираются, да? Пользуемся сервисами и услугами, где работают мигранты. И когда кто-то говорит «валите отсюда», меня это раздражает. Как можно пользоваться трудом мигрантов и в то же время относиться к ним как, извините, как к мусору, к людям другого сорта, как к кастам каким-то. Таких людей миллионы по всему миру. Я имею в виду мигрантов. Оставив свои дома, своих родителей, жен, детей, друзей, оставляют все. Эти люди ездят в миграцию, эмигрируют в другие страны. Я не говорю только о азиатах, таджиках, кыргызах, узбеках. Нет. Таких и полно среди русских, что в Европе, что в других странах. Россия – это многонациональная страна. Веками здесь жили русские, татары, узбеки, кыргызы, чеченцы, кавказские народы, да? Десятки народов. И Россия была всегда общим домом для многих народов. Если кто-то мечтает о чистоте России, то есть очистит это от всех иностранцев, то есть, да, не русских, то вам придется вычеркнуть больше половины страны, соседей, коллег, друзей, с которыми вы работаете. И это не приведет ни к чему хорошему, это приведет только к развалу. Часто некоторые говорят: уезжай домой, вали в свой аул и так далее, да. Но мне интересно, я спрашиваю вас,
Почему вы считаете, что Россия это не дом мигрантов, не дом тех, чьи народы живут здесь тысячелетиями, веками? Мигранты, которые платят налоги, работают, соблюдают законы, говорят на русском языке. Да, не все ангелы. Есть нарушители законов среди всех, среди любого народа. Среди русских, среди кыргызов, узбеков, таджиков. Но разве это повод судить всех по одному? Это разве повод унижать всех подряд? У меня, к примеру, есть друзья русские, блогеры, то есть политики, историки, да, я их слушаю и смотрю. Они русские. Они живут в Европе, в России, в Азии. Они говорят умные вещи, вдохновляют, советуют. Они тоже когда-то были мигрантами, работали на тяжелых работах в других странах, но с ними не обращались так, как в России. А Россия это страна, с которой у нас, у таджиков, кыргызов, у узбеков, у казахов, да, это у нас общая история, у нас общее прошлое, общая победа, где мы, наши дедушки воевали, да, где мы жили бок о бок. Это уже не первые случаи, и, скорее всего, не последние, когда полицейские, ОМОНовцы, стражи порядка, вместо того, чтобы привести все в порядок, к людям они обращаются как к мусору. Избивают, ходят над ними, делают, что хотят. Это разве пример для подрастающего поколения? Я думаю, это очень плохой пример. Недавно тоже новость увидел, где один мальчик другого, скажем так, не русского, кыргызстанца, ладно, 10-летнего или 11-летнего Кыргызстана зарезал, извините. Разве это новость, чтобы мы достойны были таких новостей, да? Это все вот из-за того, что такие издевательства, такие пытки в средствах массовой информации уже распространились, уже молодое подрастающее поколение думает, если взрослые позволяют себе такое, то мы можем позволить себе такое тоже. Я не говорю, что среди азиатов, таджиков, кыргызов, узбеков, казахов, других все ангелы. Нет. В любом народе, еще раз скажу, есть как и плохие, так и хорошие. Но мы должны все-таки оставаться людьми. Это мое обращение уже к блогерам. Тем, у которых там миллионы подписчиков. У некоторых там столько огромное количество фан-базы. У нас есть блогеры из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, да, у которых 10 миллионов, миллионы, там, есть некоторые, у которых 30 и больше миллионов подписчиков, что в ТикТоке, в Ютубе и так далее. Они снимают войны, улыбаются, мотивируют нас, зарабатывают. Но когда наших соотечественников бьют, унижают, то где вы? Эти блогеры молчат. Почему эти блогеры молчат? Я действительно не понимаю. Они знают, что происходит. Они видят, как людей избивают по паспорту, из-за акцента, из-за цвета кожи, из-за разреза глаз. Но они молча проходят мимо, как будто это их не касается. Чего вы боитесь? Вы боитесь потерять просмотры, подписчиков, контракты? А кто-то в это время теряет здоровье, теряет свободу, теряет достоинство. И эти же люди, это ваши люди. Те, кто слушают вас, те, кто вдохновляются вами, те, кто хочет быть похожими на вас. Я искренне не понимаю. Вы блогеры, да, вот такие, говорят о мотивации, об успехе. Но где же ваша позиция, когда унижают ваш народ? Где ваша храбрость, где ваша совесть? Black Lives Matter, что было в США? Это блогеры подняли эту тему. Просто надо понять, что молчание это не нейтралитет. Прежде всего, я думаю, молчание это страх, это предательство, это соучастие. Молчание это соучастие, даже по религии ислам. Вы
могли бы сказать одно слово, и его бы услышали миллионы людей. Могли бы поддержать, и я думаю, за вами бы пошли. Но многие выбрали просто путь молчания. Выбрали путь быть удобными. Или же выбрали просто сохранить картинку, да, свою прелестную. Но я думаю, они знают, что народ все видит, народ помнит. История записывается сегодня. Клянусь, если вы недавно смотрели блогер один американский I Show Speed, он поехал в Китай. Просто зайдите, посмотрите, как он развеял миф, американский миф об Китае. Это уже другая политическая тема, но в любом случае он показал, что есть в Китае, какие люди в Китае. И потом его пригласили, скажем так, я видел то, что он говорил, то, что хочет в Россию поехать. Как вы думаете, что будет, если он поедет в Россию, и его будут называть черномазым, черножопым, чуркой и другими нелестными словами, которыми нас называют? К сожалению, это такова реальность. Прошу вас, те блогеры, если кто-то меня услышит, я не думаю, что меня услышат, потому что, у меня очень малая аудитория, я не блогер, я обычный такой же человек, как и миллионы другие. Прошу вас, миллионники, блогеры, поддержите свой народ в трудную минуту. Выскажитесь одним словом. Вы говорите о Палестине, некоторые говорят о Палестине. Палестина там тоже наши братья. Мы знаем это. Но почему вы не говорите о тех издевательствах, о тех унижениях ваших родственников, ваших друзей, ваших братьев, ваших родителей, с теми, с которыми вы встречаетесь, те, которые вас слышат, понимают? Поддержите их тоже. Ведь то, что творится в Палестине, а там очень ужасные вещи творятся. Там тоже иногда бывают такие моменты, когда полицейские не бывают, это часто бывает такое, вы все знаете, когда полицейские, ОМОНовцы просто так стреляют, убивают, избивают, делают, что хотят с палестинцами. Не будьте из числа молчаливых. Я люблю всех людей, русских, таджиков, кыргызов, узбеков, но закрывать на это я не могу глаза. Мне действительно становится очень жалко мигрантов. Я опять же повторюсь, не все ангелы. Мы должны, прежде всего, блогеры, вот эти миллионники, да? Скажите хотя бы нам, подскажите, как мы должны вести себя, покажите нам, как мы должны вести себя, чтобы у нас не было таких проблем. Русские ездят в Европу работать, в США. Их миллионы в США, миллионы русских. В Европе миллионы русских, русскоязычных и так далее. Но, опять же, это не повод издеваться. Даже если ты совершил какое-то преступление, все должно быть в рамках закона. Это было мое обращение. Я не призываю ни к чему плохому, ни к какому дискриминации, унижению, оскорблению любых других наций. Я люблю, уважаю русский народ. Но то, что творится, это надо остановить. Нельзя так обращаться к людям. Из 60 кыргызстанцев только 4 были с проблемами. 56 других просто, скажем так, оставили душевную рану. А люди бывают разные. В Таджикистане, в Кыргызстане, в Узбекистане, в Казахстане русские живут. Мы их уважаем, мы их любим. Они наши русские. Они наши русские. Они таджикистанцы, они узбекистанцы, они кыргызстанцы, они казахстанцы. Они знают, какие мы лучше. И мы любим их, мы уважаем их. И я призываю всех людей, всех наций уважать друг друга. Не давать
неким группам, неизвестным, в масках, унижать, оскорблять, издеваться, быть поводом для разногласий между нашими народами, между нашими нациями. Ассаламу алейкум, мир вам и вашему дому.